Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Куда он пропал? Скучает ли он без вас? Либо по вам? Как кому угодно. Если тема интересна, актуальна, загадайте свою пропажу. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина. Так, мои хорошие, давайте начнем с того, что мужчина, которого вы загадали, по половым признакам вроде как взрослый мужчина, половозрелый, может быть даже по годам, такой солидный возраст, а вот в душе он как ребенок, такой наивный, эгоистичный, обидчивый, да, у кого-то прям очень обидчивый, такой легко ранимый. Вы-то напротив очень сильная, мощная женщина. Вы из серии, как говорится, вижу цель, не вижу препятствий, да? Хочу, беру. Там, для вас слова нет, это как вызов, это как челлендж. Да? Для вас оно такое, как красная тряпка, да? Распаляет. Вот когда вам говорят, нет, нельзя, невозможно, вы такая говорите, сейчас посмотрим. А рукава засучила, пошла, сделала. Либо добилась, получила. Но вы такая пробивная. У кого-то отыграется, что вы пробивная по необходимости, да, вот когда надо, либо для кого-то надо. Ой, для вас тут препятствий практически не существует. Единственное препятствие — это ваше состояние скромности либо ленности. Но вы не часто этим страдаете, сразу вижу. А вот мужчина нет, он не такой, как вы. Либо у него сейчас такой период жизни, когда он, знаете, как плывет по течению, да, о чем-то там думает, мечтает, куда меня река выкинет, грубо говоря, это течение, туда я и приплыву. Значит, это моя судьба. Вот такое у него состояние. В сегодняшнем дне этот мужчина решает вопросы, либо отвлекается на людей из тройки. Ну, по тройке обычно проходят семьи, то есть у него может быть его семья, может быть он не свободен, либо не до конца свободен, либо это родители, либо какие-то родственники. Либо действительно в окружении этого мужчины завелась какая-то женщина, которая обманным путем его сейчас пытается к себе привязать, соблазнить, уговорить. Знаете, как могут еще женщины там притворяться, да, вот она это делает. Он сейчас, извините, за правду, да, но он сейчас занят с какими-то другими людьми. Он бы рад к вам, но он знает, что вы не поймете. Он знает, что вы не поймете его поступков, либо его намерений. Он и сам не понимает, да, зачем он это делает, почему он вам там не пишет, не звонит, никак не проявляется. А ему на самом деле-то и говорить нечего. А что он скажет? Что он там с утра до ночи пахает на свою семью, либо с какой-то женщиной время проводит, там, помогает ей в ее проблемах, вопросах, либо просто с ней флиртует. Конечно же, он этого делать не будет. Я вижу, что он очень скучает в той жизни, в которой он сейчас живет, и все чаще и чаще вспоминает о вас. В данный период времени, вот как ему не хватает вас, вот с вами было легче, веселее, теплее, душевней. С вами он чувствовал себя мужчиной, он чувствовал себя нужным, он чувствовал себя важным, интересным в конце-то концов. И жизнь такая, знаете, у него красочная была. Вот в ней были краски, в ней было удовольствие, в ней была радость. А сейчас какая-то сплошная серая обыденность.
Вот что происходит в его жизни. Вот он по вечерам часто о вас думает. Девочки, если он вам снится, то вот это его мысли. То есть вы засыпаете раньше, чем он о вас думает, мечтает, и вы видите его во сне. Опять же, бывают дни, когда вы ни с того ни с сего о нем вспоминаете. Опять же, он думает о вас. У него вообще череп вышел. Видите, череп. Его ждет какое-то потрясение, а после этого потрясения идет как перезагрузка, переоценка, переосмысление. То есть где-то ему такого пенделя судьба даст, что вот мозги-то на место и встанут. Поймет, что истинно, а что ложно, к чему нужно стремиться, от чего нужно уходить, убегать и чего нужно избегать. К сожалению, я не вижу, чтобы вы в сегодняшнем дне как-то могли эту ситуацию переломить. Скорее здесь предлагается вам оставить все как есть, заняться собой, своей жизнью, своими интересами. Если вообще по-серьезному говорить, я у вас тут вижу знаки обучения, образования. Возможно, вам именно сейчас, вот в момент, когда вы нашли эту отсыпку, не важно узнать про этого мужчину, а важно узнать о том, что вам нужно чему-то учиться, обучаться, в каком-то направлении усердно развиваться. Мне вообще идет, что у вас либо карьера пойдет в гору, либо вы вот чем-то таким начнете заниматься, что прямо и по душе, и по карману. Да, вот на душе будет приятно, вот мое дело, да, и плюс карман будет наполняться. А для этого нужно какое-то получить знание, может быть, самообразование, либо где-то пойти поучиться. Вот прям обязательно нужно это делать, этим заниматься. Кому-то, может быть, иностранный язык нужно подтянуть, либо выучить. Вот обратите внимание, вам эта необходимость, она вот либо уже пришла, либо вот-вот встанет вопрос, да, что нужно двигаться, нужно обучаться, нужно развиваться, надо как-то себя все-таки прокачивать в плане знаний, либо новых знаний. Насчет этого мужчины, ну да, вам хочется узнать, и да, вам, ну понятно, по-женски обидно, что, знаете, как был, да сплыл, да, либо там потерял интерес. Исчез, да, без объяснения, как там, ушел по-английски. Но поверьте, это не самое важное в сегодняшнем дне. Вот то, что ему предназначено, предначертано, он переживет, и переживет исключительно сам. Вот чтобы он до конца это все и понял, и осознал, и принял. Он должен быть один в этот момент. Вижу, что у него перелом, да, но не зря же череп выпадает. Ну, череп — это знак смерти и воскрешения. Он это все переживет. Тут буквально, ну, уже события начали развиваться, то есть они подводят его к этому пендалю, потом будет пендаль, потом голова будет кружиться, болеть, а потом потихонечку начнет на ноги вставать. И вот идет просветление, осознание, понимание. Знаете, до него дойдет. Вот прям дойдет, и он так скажет: ну надо же, Господи, как же так, да? У меня же такая прекрасная женщина рядом, да, либо женщина была согласна со мной вступить в отношения, а я, боже, какой же я дурак. Знаете, как созреть ему, что ли, надо. Дойти, созреть, к нему это придет. Если мы посмотрим выше, то здесь этот мужчина бежит, убегает от тех, кто его сейчас окружает, просто в припрыжку бежит к вам с букетом цветов. Прям бежит. А они, видите, его прям там за ноги хватают, там эти барканы, как эти ковбои кидают эти веревки, да, чтобы его там поймать. А он такой выпрыгивает, перепрыгивает, кувыркает, к вам бежит. Он появится в вашей жизни. Появится, причем быстрее, чем вы могли вот сейчас подумать. Быстрее, поверьте. Просто ворвется, как ураган ворвется в вашу жизнь, в ваш дом. Вы еще такая подумаете: ну надо же, какая прыть. И что мне теперь с тобой делать? Вроде как злитесь вы на него, а вы смотрите, какой он растерянный, в эти его детские глаза, дрожащий голос. Скажете: ну как я могу на тебя злиться? Зачем мне на тебя злиться? Такой ты несчастный сейчас на вид. Ну что, пожалеете, примите.
У вас тут разговор очень сложный будет. Он вам все про себя будет рассказывать. И что видел, и что делал, чего натерпелся, что потерял, что оставил позади, чего хочет, на что надеется, что планирует. Знаете, тут такая ситуация пойдет, что он вас уговаривать будет. Уговаривать, даже умолять, дать ему второй шанс. А вы уже будете смотреть сверху и думать, казнить или помиловать. Да? Вот как мне правильно поступить. Хотя вижу, что жалко. Вам его жалко. Будет жалко. Но он будет честен с вами. Он расскажет вам все, как было, как на духу расскажет. И вы ему поверите. Поверите, но вот не вижу вашего окончательного решения. Здесь, к сожалению, не нарисовали. Здесь нарисовали. Вот ваша первая встреча, когда он бежит, убегает от этих людей, там, женщин, кто они там, семья, да, с цветами. Потом арка непростая, разговор. И опять показывают вас. Вы сидите на мосту, он опять бежит к вам с букетом цветов, но вы выше, чем он находитесь. И вы в таком положении, да, вот впустить тебя к себе на мост, либо оставить тебя там, где ты есть. Он ухаживать за вами красиво будет, он будет вас добиваться. Но вы поменяетесь, да, вы поменяетесь, вы уже не будете прям так объятия, ух ты мой бедненький, да, иди, я тебя пожалею, приголублю. Что-то еще поменяется в вашем отношении самой к себе. Знаете, как больше уважать себя, что ли, станете. Либо ценность свою наконец-таки поймете. Да. Вот был шанс быстренько вас своей сделать, он им не воспользовался. А вот, как говорится, во второй раз придется из шкурки-то выпрыгнуть, причем не один раз, чтобы вас добиться, чтобы вы ему позволили быть рядом с собой. Сейчас вы мучаетесь, думаете, вспоминаете, гадаете, а что он, а как он, а где он. А потом он так будет мучиться, маяться и страдать по вам. Вы местами поменяетесь. Ну, видите, как такая судьба. Судьба у мужчины, которого вы загадали. Еще я вижу, что ваша встреча, она непростая. Она по воле высших сил. И первая, и последующие. То есть этому мужчине был дан карт-бланш. Вот сказали, смотри, какая гениальная женщина, красавица, умница. Иди к ней, будешь счастливой. А он такой, ну не знаю, да, на кого-то там отвлекся, вас потерял. А вот во второй раз, когда он к вам пойдет, да, уже такого легкого пути не будет. Нужно будет и страдать, и платить, и добиваться, и героические поступки совершать. Девочки, займитесь, пожалуйста, собой, своими новыми знаниями, самообразованием, образованием. Учитесь, развивайтесь, не стойте на одном месте. Не тратьте вы время на этого мужчину, на гадание на этого мужчину. Идите, учитесь, новому учитесь, интересному учитесь, тому, что вам 100% пригодится, и тому, что вас наполнит и душевно, и финансово. Мужчина еще появится. Появится, вас и поразит, и удивит, и добиваться вас он будет. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.